sevgili dostlar. Kim bizi seyreder bu akşam? Facebook'ta, Instagram'da, YouTube'da hem TikTok'ta. Bu akşam sizinle ben İlya hem benim güzel kızım Yeva. Biz bu akşam boş elle gelmedik. Biz geldik Lego'yla. Bu Lego'yu biz Yeva'yla dün akşam topladık. Bakınız ne güzel. Da toplarken onu biz laf ederdik Paskelle olayları için. Hoş geldiniz İçoban efirimize. Bu akşam biz laf edeceğiz. Ne o Paskelle? Hem ne yazılı Biblia'da Paskelle için. Ben anlatacağım benim kızıma Еве bu iş için. Дорогие друзья, добро пожаловать в эфир канала Ичобан. Тут самый обращик. Сегодня с вами я, Илья Карасень и моя дочь Ева. Мы выходим в онлайн-эфир на канале Ичобан в ТикТоке, Инстаграме, Фейсбуке и Ютубе. Сегодня мы расскажем о том, что же говорит Библия о празднике Пасхи. И нас подтолкнуло к этому стриму то, что мы вчера вечером делали вместе с моими дочками. Мы собирали конструктор Лего. И не просто какую-то фигурку, а пасхальную историю. Часть пасхальной истории. Итак, что же вы видите здесь? Здесь что, Ева? Один крест посередине. На этом кресте был распят кто? Иисус Христос. Посередине. Ortada biz göreriz büyük kruçeyi. Onda gerdiler de güldürdüler İsus Христосу. Allah'ın oğlunu. Bizim kurtarıcımızı. Также по бокам от этого основного креста вы видите, что два других креста. А кого же на них распяли? Двух? Кого? Помнишь? Двух разбойников. Да, двух разбойников, бандитов и очень плохих людей. İki hırsızı gerdiler İsus Hristos'un iki yanında. Bir taraftan hem öbür taraftan. Biblia'da yazılan hani germediğini Hristos'u ilkten onu pek düydüler. Roma vakitlerinde insanı germediğini Kruça'da önce onu pek düverdiler. Değil sopalarla ama böyle deriden yapılı kamçilerle. Bir kamçıda vardı, çok da öyle deri parçaları çıkardılar. Da onlara bağlardılar demir parçalarını. Daha çok vurardılar insana o demirler, yezerdiler yeti hem koparardılar. Yeti hem deri insanda da kan çok akardı, kemikler kırılardı, damarlar kesilerdi. Da o kadar adam bir çirkin işte. Açan düverdiler insanı kamçıyla, germedin. Hani hem çok vardınca vursunlar 39 kere. Tazede orarsaydılar insan yölerdi. Burası kırıldı. Şimdi Hristos'u da pek düydüler. Ama niçin? Niçin Hristos'u, Allah'ın oğlunu düydüler da gerdiler Kruça'da? İslah sorur. Ne için? Ne için zere? O söylerdi. Hani o Allah. İnsanlar inanmadılar buna. Gerdiler. Zere o günah. Hiçbir günahı yoktu onda. O doğruydu. Ayızdı. Kutsaldı. Ama günahkar insanlar dolayısıyla çok görerdiler ona. De sevmerdiler onu. Bundan başka onu gerdiler zere ondan korkardılar. Fariseyler, liderler, o vakitlerin liderleri korkardılar. Hani o isteyecek olma padişah. Da onu öldürdüler Kruça'da. Ama bilmerdiler
kimi güldürüyorlar? Onlar güldürerdiler Allah'ın oğlunu. Иисус varınca bir laf söylesin ve onlar yok olacaklar. Итак, за что же, дорогие друзья, это пасхальная неделя, и мы говорим сегодня о Пасхе, о страданиях, смерти и воскресении Иисуса Христа. Yoruldu kolların var koyasın. За что же Иисуса Христа убили? Знаешь за что? Можешь сказать? За что Иисуса Христа убили? Он говорил, что Он Бог. И многие ему не верили. Также многих очень злило то, что он свят, непорочен и грешен. И многие боялись, что он захочет стать царем, и видели в нем политического конкурента. Хотя Иисус не делал политических заявлений. Друзья, те, кто только что присоединились и не с самого начала с нами в эфире, сегодня мы говорим о Пасхе, о смерти, страданиях и воскресении Христа, и мы вот сделали поделку из Лего. Итак, римские солдаты, прежде чем распять человека, кстати, распятие это была форма казни в Древнем Риме. Таким образом они убивали преступников, бандитов. Смертная казнь. Прежде чем предать человека смертной казни, его избивали плетьми. Вот такие плети, да, в Древнем Риме имели следующую форму. Это была палка, к которой были прикреплены множество полосок кожи. И в эту кожу вплетали куски железа и костей. И вот такими плетьми избивали заключенных на смертную казнь. И когда эта плеть ударяла человека, она ломала кости часто, она разрывала кожу, вены, суставы и мышцы, и началась сильная потеря крови у человека. Это кроме болевого шока. Это было настолько страшное наказание, что Тацит, древний римский историк, писал, он жил, кстати, в 1 веке, и он и о Христе писал, о других исторических событиях. Он не был христианином, просто историк того времени. Он писал, что приговоренные к смертной казни больше боятся избиения плетьми, чем самой казни на кресте, то есть прибивание гвоздями, потому что это было очень страшно. И вот настолько это было сильное и ужасное и жестокое наказание, что максимум можно было давать по древнеримскому закону 39 ударов. Или так называемые 40 ударов без одного. 39 ударов. Иначе, если больше, то человек мог не выдержать и умереть. И вот таким страшным мучением приговорили Христа. Да. Эта история, она не смешная и не веселая. И мы говорим о ней открыто, свободно, всем, и взрослым, и детям. Почему это так важно для всех поколений людей на земле, живущих после Рождества Христова? Почему это важно и для нас, и для моей семьи? А потому что смерть Иисуса Христа имеет особое значение для всех нас. Потому что Его смерть и воскресение очищает нас от грехов и дает нам надежду на вечную жизнь в раю. Друзья, мы все грешники, и маленькие, и взрослые. Мы заслуживаем наказания, мы знаем это. Мы грешники, мы рождены в грехах. Адам и Ева, наша прадедушка, прабабушка были грешниками.
И вот теперь нам нужно платить. Мы заслуживаем ада. Но есть кое-кто, кто нас сильно любит. Тот, кто умер на этом кресте посередине. Иисус Христос, Сын Божий. Он взял наше наказание на себя. Для того, чтобы свершилась справедливость Божия. И в то же время, чтобы и мы были спасены. Грехи других людей мог взять на себя только безгрешный. Один преступник преступление другого преступника взять на себя не может, ибо оба должны быть приговорены к наказанию. И вот Христос мог это сделать. Друзья, кстати, если у вас есть вопросы, можете писать нам в комментариях, задавать их, не стесняйтесь. Нечем, o kadardan yönemli bu olay, yani oldu İsus Hристos'la, nečem biz bugüne kadar İsus Hристos'un doğmasından sonra tutarız aklımızda bu olayı, okuyarız onun için Biblia'da söyleriz birbirimize. Bütün historiada insanlar bilirler bu işi, getirirler akıllarına her yıl Paskalya zamanında, başka günlerde. Niçin ben ailemi yürüderim bu işe? Niçin zere? Biz günahkariz. Da bizim günahlarımız için değil doğru, yanlış, yalan, prost, kötü fikirlerimiz için, işlerimiz için, yaptıklarımız için lazım olsun bize ceza. Biz lazım hepsimiz gidelim cehenneme, de biz bunu biliriz, biz günahkarız. Ama var teote, birici, İsus Hristos, Allah'ın oğlu, kim günahsız ayos, da o geldi bu yere de aldı bizim günahlarımızı. Bir günahkar başka günahkarçı yokunca ölsün. Bir hırsız öbür hırsızın günahlarını yokunca alsın. Zira onlar ikisi de kabul. Ama ayos doğru olan, kutsal olan, var nice alsın kendisine. Günahkar olanların günahlarını. Var nice alsın da affetsin de bakılsın. Düğmekten sonra İsus Hristos'u başladılar kovalama Golgotha bayrağına. O kendisi oraya giderdi. O hazırdı buna. O bilerdi hani bu iş lazım olsun. Aslı söylediğini Христос doğdu ölmediğini кручало. Çaprazda. Вообще, после вот этого жестокого избиения римскими солдатами, кстати, почему римскими? Это все происходило в городе Иерусалим, столице Израиля. А римским, потому что Израиль был под оккупацией римлян. Это Римская империя, она захватила весь тогдашний, считающийся известным географией цивилизации, да, мир и Древний Израиль тоже. И вот римляне, после того, как жестоко избили Иисуса, они повели его на Голгофу. Собственно, Христос сам шел туда. Он знал, что это ждет его. Он для этого, собственно, и родился в этот мир, для того, чтобы умереть на кресте за наши грехи. Он знал, что в этом цель его рождения. Все рождаются, чтобы жить, а Христос родился, чтобы умереть за наши грехи. Он символ любви. Подумайте только. Мы поклоняемся, молимся Богу Иисусу Христу, истинному и единственному живому Богу. И этот Бог смирил себя ниже всякого человека. Позволил, чтобы его унизили, оскорбили, избили, гнали римские солдаты и в итоге распяли на кресте. Друзья, Иисус Христос своей жизнью и смертью показал всему человечеству, тебе и мне, и тебе тоже, Ева, пример смирения и прощения. Это bожественный пример, потому что Он Бог. Sevgili dostlar, İsus Hristos o kadardan iyilikti kendisini. Hani o bıraktı onu öldürsünler. Onu gülsünler ondan, düysünler onu da gersinler, öldürsünler kruçada. O dayanardı, o affederdi, o aşağı eğildi. Da verdi bize, hepsimize örnek. O verdi bize örnek. Друзья, после того, как Христа привели на этот холм по имени Голгофа, кстати, Ева,
вот это холм, да, это маленькая гора рядом с Иерусалимом, называется она Голгофа. После этого римские солдаты взяли такие длинные железные гвозди, ну или железные штыри, наверное, лучше, заостренные, и вбили их в руки сюда, сюда и в ноги Иисуса, в ступни. И прибили его вот к этому кресту. Также рядом с ним прибили ко крестам двух разбойников. Реальных бандитов, убийц, воров. И в Библии написано, что сперва оба смеялись над ним. Один смеялся до последнего над ним и издевался, говорил: если ты Бог, спаси и себя, и нас, и так дальше. Он не верил ему. Но был другой разбойник на кресте. Вот представьте себе картину. Вот они доживают свои последние часы. Кстати, смерть на кресте — это очень мучительно болезненная смерть. Очень сильная жара в Израиле. Пить не дают. Кроме этого, кровь постоянно течет. Нервы, сухожилия перебиты. Вот, и человек медленно умирает. Жизнь выходит из него постепенно, по каплям крови. И вот они обречены на смерть. Все. И вот один из этих преступников, слушая, что говорит Иисус, а говорит он: Отец, прости им, ибо не знают, что творят. А он говорит: жажду. Иисус был самой известной личностью в Израиле, в Иерусалиме во время своей жизни. Он делал много чудес, давал зрение слепым, глухим возвращал слух, хромых поднимал. И вот его все знали. Я думаю, эти разбойники тоже знали его. Но один выбрал неверие и издевательство, а один из них стал говорить Иисусу. Сперва он стал говорить другому разбойнику. Все это написано в Библии. Он стал говорить: почему ты так делаешь и смеешься? Мы ведь заслужили это наказание, а он страдает безвинно. И также этот разбойник сказал удивительные слова, показывающие состояние его раскаивающейся души. Он сказал: помяни меня, когда будешь в Царстве Небесном. То есть вспомни обо мне, когда будешь в раю. Он понял, что Иисус Бог, что Он хозяин и господин рая, и он захотел быть с Ним. Он признал себя грешником, потому что он сказал, что мы осуждены справедливо. И он признал Иисуса Спасителем. И знаете, что Иисус ему сказал? Сегодня же будешь со мной в раю. Этот короткий диалог очень символичен и значителен. Потому что мы видим, что первой личностью, спасенной от ада и от грехов Иисусом Христом, висящим на кресте, первой личностью был разбойник на кресте. Вы знаете, что часто вот люди, которые кажутся очень далекими от Бога, да, грешники, разбойники и так дальше, они порой чаще приходят к Иисусу и искренне раскаиваются, чем те, которые считают себя хорошенькими, добрыми и без Бога нормально живущими. Вообще Иисус сам сказал: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Вот этот разбойник совершил лучшее решение в своей жизни. Он не успел сделать ни одного доброго дела. Его руки пригвождены. Он не смог помочь кому-то. Он не смог отблагодарить Иисуса. Он еле языком шевелил. Но
его сердце, его ум признали Иисуса Спасителем. То есть, первым попавшим в рай по благодати, подаренной Иисусом на кресте, был разбойник. Разбойник. А затем и мы. И те, кто жили до Христа, которые верили в Бога искренне, там уже Бог уже судит всех. Не наше дело судить. Sevgili dostlar, bilirsiniz mi kim kurtuldu ilk ölümden, Kruçadan? Kim kurtuldu ilk? O hırsız hani ölü durardı. Hani ta yaşardı ama ölmeye durardı. O Kruçada. O söyledi İsus Hristos'a. Getir beni aklına. Açan gideceğin göklere. Bu adam inandı. Hani Hristos halis kurtarır. Hani o Allah. Da o söylerdi bu bir hırsıza. Sen sus da gülme ondan. Zira biz çok kötü iş yaptık. Doğru hani biz burada Kruçada öleriz. Ama o hiçbir şey kötü yapmadı. Da şimdi diviçlikte de olacak bu hırsız göklerde. Hristos'la. Zira doğru karar etti. Bu hırsız adamda daha çok fikir vardı. Hem daha çok inan. Ne kadar? Çoğunda insanlarda şimdi. Kim inanmıyor Hristos'a, gelmiyor ona. İşi değer onun için, okuyar onun için, sesler. Belki siz de şimdi seslersiniz, seyredersiniz. Ama ne karar siz yapacağınız? Bu hırsız gibi olmamı, olsa bu hırsız gibi olmamı. Biz hepsimiz günahkariz. Hepsimiz hırsızız, yalancıyız. Hepsimiz çok göreriz. Hepsimizde kötü fikirler, işler, hem laflar. Var İslam'da ama var kötü de, var prost da. Da te o prostlar için, kötüler için bize lazım. Bizler cehenneme düşelim. Var mı sizde te o kurtarıcı? Kim sizi affedecek? Kim yardım edecek size? Kim kurtaracak sizi? Var mı? Var. İsus Hristos. Ama inanırsınız mı siz ona? Geldiniz mi ona? Pişman oldunuz mu? Dua ettiniz mi? En büyük soru bu. Ama historia bunda bitmiyor. Historia biter pek güzel hem büyük sevinmelikle. İsus Hristos'u açan o öldü. Roma askerleri aldılar da sapladılar onun küreklerin altına, tetevrete, yüreğine da gördüler hani oradan akıyor kan hem su. Açan Hristos öldü. Onu gömdüler. Da 3 gün geçti. O dirildi. Biz inanırız. Diri Allah'a. Hristos diri. O ölü değil. O hem kavi bu dünyada. O kadar adam kavi hani seni günahlardan da kurtarabilir. İstersen gelersin ona. O Allah. Sevgili dostlar. İnanırsınız siz. İnanırsınız mı? Hani Hristos dirildi ölümden. Дорогие друзья, но история не заканчивается только смертью Иисуса на кресте и тем, что римские солдаты пробили копьем его ребра, грудину, и оттуда текла кровь и вода. Нет, история заканчивается очень счастливо и радостно, потому что Христос воскрес на 3-й день, рано утром на рассвете. Он восстал из мертвых. Бог Отец воскресил его. Здесь мы видим Троицу. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И вот Иисус Христос, Сын Божий, лицо Троицы, воскрес из мертвых в теле. Вы верите этому? Вообще в Библии написано, что кто верит в воскресение, что Христос воскрес и живет с Ним, тот спасен от грехов
И тот сам воскреснет с Иисусом Христом из мертвых. Удивительно. Даже если мы умрем до прихода Христа на эту землю, даже если мы умрем, а все люди умрут когда-то, да, то мы воскреснем вместе с Иисусом. Как Он воскрес, так и мы воскреснем, если верим в Него. А если не верим, то все равно воскреснем, но для осуждения и жизни вечной в аду и мук там. А те, кто верит в Него, тоже воскреснут из мертвых, но для рая, для вечной радости в раю. Вот такие два воскресения будут. Такие два воскресения будут. И воскресение Христа дает нам гарантию и обещание этих будущих воскресений. Посмотрим комментарии некоторые. Добрый вечер, с наступающим праздником, хорошего стрима. Спасибо. На ютубе нас ребята комментируют. Посмотрим комментарии в инстаграме, какие есть интересные. Да, посмотрим в ТикТоке. Нас спрашивают, да, Марина пишет очень хороший комментарий. «Ибо так полюбил Господь мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб». Спасибо, Марина. Да, это цитата стиха из Библии. Иоанна 3 глава 16 стих. Здравствуйте, эти истории очень хорошие. Да, это моя дочка, Коля. Здравствуй. Здравствуй. Итак, у нас наш стрим подходит к концу. Дорогие друзья, нам было очень интересно вместе с Евой готовить этот стрим, делать из Лего пасхальную поделку и рассказать вам о сути Пасхи. Потому что Пасха — это не холодец, не сладкий хлебушек с яйцами, а это в первую очередь воскресение Иисуса из мертвых. После Его смерти на кресте. И воскресение, и смерть, и рождение, и вся жизнь Христа были сделаны им как подвиг для прощения наших грехов и для нашего спасения. На этом мы прощаемся с вами. Всего доброго. Подписывайтесь на канал Ичобан, пишите комментарии, ставьте лайки. Дорогие друзья, sevgili dostlar, biz bu akşam sizinle laf ettik Paskeli için Ичобан kanalında. Tutun aklınızda, hani Paskeli o değil sadece paça, tatlı ekmek, Paska kimse söylüyor ona, yemeği boyanmış yumurta, ama Paskeli o İsus Hristos'un dirilmesi ölüden sonra, ölümden, Kroça'dan sonra. Da o dirildi, öldü Kroça'da, zeyt çekti, doğdu, yaşadı bu yerde, geldi gökten yere bizim için, bize diveç yaşamak vermedi. Kalın sağlıcakla.